Национальные крымско-татарские костюмы как старинные, так и современные, а также одежда других национальностей. На новой выставке в Крымско-татарском музее собрали работы именитых мастеров. Ustalarımız bu ayrı bir sanat, kokla sanatı, onu yandan tikleyler ve her bir ustanın öz obrazı, öz böyle duyulgan, görülgen, anlanan bir eseri vardır. Bunda hem örülgen koklalar, hem çuldan yapılgan koklalar, hem böyle bir muzey esasında o koklağa urbalar tıkılgen koklalar da var. Каждый экспонат – это не просто кукла, а целый образ и история. Например, эту куклу назвали Арзы, и над созданием ее одежды, аксессуаров и обуви трудилась целая команда – общественная культурно-спортивная организация «Арслан». Наиля Велиева привезла на выставку 27 кукол не только в крымско-татарской национальной одежде, но и в костюмах многих других национальностей. Балларым, торыннарым 30 yıldan beri ansambl cümlege katnay. Ali Daşı'nda 3 tane torun oynay. Şu ansamblde yakında отчетный konser geçti. Onlara bakıp, urbalara bakıp ben pek meraklandım, pek kıvandım. Çok dülber урбачıklar. İlham ondan geldi. Зухра Зиядинова свое вдохновение черпает в родной культуре и искусстве. По возвращению на историческую родину я решила, помимо шитья индивидуального заказа, я решила шить крымско-татарскую национальную одежду именно на куклах. И вот меня еще вдохновило то, что так как у нас есть диалекты у крымских татар, я бы хотела именно на одежде это все показать. Увлекаясь, занимаясь, профессионально уже занимаюсь крымско-татарской традиционной вышивкой, я стала их применять уже на одежде для кукол. А на этих стендах куклы, автор которых известная крымско-татарская художница Зарема Тросинова. Всего на выставке представлены работы 15 мастеров. Посетить выставку можно в будние дни в Крымско-татарском музее культурно-исторического наследия в Акмеджите.